Турбина раскаляется за многие сотни градусов. Двигатель судна готов к вылету. Это первая модель ракетоносца Ту-22М3М федерального оборонзаказа. За запуском его двигателей смотрит Минобороны. До Нового года бомбардировщик должен впервые взмыть воздух, сразу после уйти в серийное производство. В небе Ту-160 легендарный «Белый лебедь» – одна из самых мощных в мире боевых авиамашин. До конца года ее поставит Министерство обороны с новой начинкой, скоростью и средствами безопасности для экипажа. Все собрано на Казанском авиазаводе. Здесь каркасы, узлы и части фюзеляжа. Вот так Ту-160 выглядит в разобранном состоянии. Здесь его ремонтируют и собирают заново. На работы может уйти от пары месяцев до 1,5–2 лет. Мы в целом довольны результатом. Можно сказать, что Туполев подтянулся. Были проблемы, всем известно, несколько лет. Сегодня это уже стабильно работающее предприятие, имеющее заказ на длительную перспективу. По заказу министерства завод производит 3 разных самолета. В это же время кипит работа над Ми-38Т на базе Казанского вертолетного завода. Испытываю чувство гордости, собираем вертолеты для Министерства обороны. Таков Ми-38 в деле. Маневренное судно оснащено стеклянной кабиной и дооснащается дополнительными баками для увеличения дальности полета. Мы уже 2 вертолета законтрактовали, ждем их. Первый вертолет уже получен летом в следующем году. И, безусловно, будем смотреть дальше по завершению всех работ уже серийную поставку в войска. Мы видим ансат разных модификаций. Видим новый вертолет Ми-38. И у нас еще есть ряд других планов. В республике же продолжится работа по проектированию беспилотников. Минобороны заявила о продолжении проекта «Альтиос-М» летающих машин разведки. На их сборку привлекут авиаспециалистов и промышленность Татарстана. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.